Город Уфа, улица Ленина, Государственный концертный зал, Башкортостан. Туда отправился глава региона Радий Хабиров. Через несколько минут в Большом зале ГКЗ «Башкортостан» начнется торжественная программа, посвященная Дню защитника Отечества. В преддверии Дня защитника Отечества учрежден орден генерала Шеймуратова, которым награждаются за самоотверженность и мужество, проявленные при охране общественного порядка, при спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, при исполнении воинского, гражданского или служебного долга. Государственные награды. Первого ордена генерала Шеймуратова удостоен участник Великой Отечественной войны Нагаев Мугин Каримович. Сегодня у бывшего командира взвода противотанковых орудий 112-й башкирской кавалерийской дивизии Нагаева Мугина Каримовича особенный день. У него в гостях глава Башкортостана Радий Хабиров. Шинель вся в отверстиях, дырках, говорит, это от осколков. Меня, говорит, на Аллах берет. Вручение ордена генерала Шеймуратова номер 1. «220 человек, курсанты, юнармейцы, воспитанники кадетских классов. Они чеканят шаг, отдавая дань уважения Нагаеву Мугину Каримовичу и вместе с ним всем, кто защищал или защищает Родину». Орденом генерала Шеймуратова награжден Зарипов Габдулхай Ахатович. Зарипов Габдулхай Ахатович, ветеран Великой Отечественной войны, живет в Мишкинском районе. Воспитал 7 детей. В составе 112-й башкирской кавалерийской дивизии воевал в отдельном саперном эскадроне. Мне тогда 18 лет не было. Вызывает сразу: вот ты поедешь туда, немножко тут поднаучили и в Сталинград послали. Где-то под Сталинградом меня ранила руку. Я сразу в госпиталь и негодный к военной службе. Я служу народу вот так. Зарипова Габдулхая Ахатовича поздравил глава Башкортостана Радий Хабиров. Подарок самый необычный – орден генерала Шеймуратова. Это орден за номером 2. Мы тоже вручили орден сейчас ветерану башкирской кавалерийской дивизии за номером 1. Это орден за номер 2. Поэтому вот мы 23 февраля каждый год будем вручать. Уважаемые товарищи, для продолжения церемонии награждения на сцену приглашается глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Орден генерала Шеймуратова вручается Самигуллину Кашафу Агледдиновичу. Самигуллин Кашаф Агледдинович, полковник в отставке. Награжден орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией, орденом Дружбы народов Республики Башкортостан. В годы Великой Отечественной войны особенно отличился под городом Ржевом при форсировании реки Вазуза. Пулеметным огнем Кашаф Агледдинович умело прикрывал переправу полка. В результате жестокого боя был тяжело ранен.
Гитлер сказал, чтобы не стало жроб не давать. Поэтому тяжело было. Очень тяжело. Вот комсомольский билет, зеркало, красноармейская книга, они вот это самое защитили меня. Если комсомольский билет не было, я умер бы. А пуль прошла бы сквозь. Чтобы они с фашистами не стреляли, приказ выполняли только вперед. О смерти не думали, только вперед, не боялись, хотя каждый шагу смерть ожидала. Только победа, победа, победа. Вперед за Родину! Орден генерала Шеймуратова вручается Сафину Вадиму Радисовичу. Сафин Вадим Радисович, стрелок-санитар группы спецназа 29-го отделения специального назначения Росгвардии имени генерал-майора Минигали Шеймуратова. Во время спецоперации на территории Северного Кавказа Вадим Сафин заметил группу боевиков и доложил об этом командованию. Наш земляк вызвал огонь на себя. Я был в головном дозоре, первым заметил группу лиц вооруженных, доложил командиру. Во время передвижения, уже ближе к ним, когда я маленько сместился, они нас заметили, открыли огонь. Наверное, то, что снайперы, в первую очередь решили стрелять по мне. Получается, очередь попала именно по ногам в бедра. Ничего не болит, все нравится. Я с детства мечтал быть военным, защищать. И до сих пор стараюсь. Орден генерала Шеймуратова вручается Шаяхметовой Эльвире Ишмухаметовне. Шаяхметова Эльвира Ишмухаметовна, почтальон в Межгорье. 20 человек, в том числе 7 детей и тяжело больной пенсионер. Именно стольких спасла Эльвира Шаяхметова. 6 января 2020 года она разносила пенсию и услышала крики о том, что горит многоквартирный дом. Это было 6 января. Это был вообще выходной у всех людей. Для нас это был рабочий день, потому что мы доставляли пенсию. По улице шла, почувствовался запах чего-то, я подумала, шашлыки жарят, потому что там частная территория. И тут слышу девочку, как кто-то бежит сверху, кричит, что пожар, пожар. Постучался этому пенсионеру, мне дверь открыл, мы с ним зашли. Я ему говорю, давайте, собирайте документы, все с собой берите, потому что девушка уже предупредила, надо выходить. Уже выходила, уже конкретно дым черный прям шел. 4 квартиры на 1-м этаже, на 2-м этаже простучала. К тому моменту, когда мы выходили, уже пожарные машины подъезжали. Уже люди, уже с того подъезда люди вышли, с этого подъезда начали люди выходить. Ой, страшный момент, знаете, как когда было? Когда я знала, что надо мной квартира горит, а так, в принципе, нет. Не чувствовала страха. Орден генерала Шеймуратова вручается Першиной Екатерине Альбертовне. Першина Екатерина Альбертовна, учитель информатики в средней школе номер 1 города Стерлитамака. В 2018 году один из ее учеников ворвался в кабинет с ножом и напал на одноклассников. Екатерина Альбертовна защитила детей. Подросток несколько раз ударил ножом молодую учительницу. В это время дети смогли выбежать из класса. Я поняла, что происходит. Первое, что пришло мне в голову, это крикнуть детям бежать. Но они меня услышали, они поняли, что надо делать.
И они побежали в Албаранскую. И я думаю, что это был абсолютно правильный шаг. На наши плечи ложится большая ответственность за каждого ребенка, который вот приходит к нам на урок. И я не могла по-другому себя повести. Орден генерала Шаймуратова вручается Гайнуллину Руслану Флюровичу. Гайнуллин Руслан Флюрович. В органах внутренних дел служит с сентября 2002 года. Дважды находился в длительных служебных командировках на территории Северокавказского региона. Руслан Флюрович о службе говорит мало. Многие операции, в которых он принимал участие, до сих пор засекречены. С детства родители воспитали нас так, что офицер органов внутренних дел является гарантом безопасности граждан и соблюдением правопорядка. Этому я посвятил свою жизнь. Орден генерала Шаймуратова вручается Халитову Ильдусу Минибаевичу. Халитов Ильдус Минибаевич. Участник боевых действий в Афганистане. Командир после полетов уже, сумерки, приехал. Выручай, командир, у ребят закончились мины, а у меня уже полеты закрылись. Я ночью не имею права летать в горах. Ну, я принял решение, ребят нельзя оставлять. Сам на боевой вертолет сел, командир полка ко мне. Ми-8 загрузили боеприпасы, мины и сумели высадить группу и разгрузить мины. Если бы на самом деле, если бы каждый думал, что он совершает какой-то там подвиг или что-нибудь, он бы не смог, наверное, воевать. А Родина, это же по большому счету, это твоя семья, это твоя мама, твои родные. Тот же, который рядом с тобой летает, то за всю историю ни разу ни одного без помощи не оставляли. Рядовой ты, генерал ты, все равно найдут. Бывало, что, чтобы вынести раненого рядового солдата, погибали экипажи. Но каждый знал, это задача. Мы друг друга не бросали. Слово имеет глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Хурматлы иптештер, кадрлы ветерандар. Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас, всех жителей нашей республики, с Днем Защитника Отечества. Мы только что вручили ордена генерала Минигари Шаймуратова героям, проявившим мужество в горячих точках, спасших людей в мирной жизни. Вы видели на экране, как я приехал и вручил ордена нашим дорогим ветеранам. Мугину Каримовичу Нагаеву, которому исполнилось 102 года, и Габдулхаю Ахатовичу Зарипову, ему 96. Оба они воины легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии, в составе которой дошли до Берлина. Я принял решение учредить эту государственную награду республики, чтобы увековечить память командира башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майора Минигали Шаймуратова. И вы знаете, что в Уфе на Советской площади будет разбит сквер и установлен памятник народному герою. Этот монумент станет напоминанием нам
и последующим поколениям о подвиге всех защитников Отечества, героизме доблестных предков. Ратный труд наших дедов и прадедов достойно продолжают воины, которые сегодня твердо стоят на страже рубежей Родины, участвуют в боевых операциях по защите мира, решительно борются с международным терроризмом. Наша общая задача – сохранить, защитить правду о войне, чтобы сегодняшние и последующие поколения гордились своими предками и нашей победой. Тема воинской славы, подвигов, в том числе уроженцев Башкирии, укрепление исторической памяти должна быть неприходящей в нашем обществе на все времена. Еще раз с праздником. Байрам Манан. Стоим мы на посту, позорно и породно, бессмертный как огонь, спокойный как гранит. Мы армия страны, мы армия народа, великий подвиг наш история хранит. Ребят, а нужный праздник? Я считаю, что да. Этот праздник, я думаю, нужно передавать из поколения в поколение, чтобы был патриотизм у молодежи. Вот. И чтобы они знали о подвиге наших отцов, дедов. Спасибо. Праздником вас. Спасибо большое. Несокрушимая и легендарная, моя познавшая радость побед. Тебе, любимая, родная армия, чтоб наша Родина песню привет, чтоб наша Родина песню привет. Но понять не сумел, в чем же тайная сила. Я по-русски живу. Вы представляете институт МВД. Здесь у вас ваши курсанты. Не заставляли их участвовать в таком мероприятии? Нет, они с огромным удовольствием участвуют в прологе и в заключительной композиции. Вот 20 парней и 10 девушек с карабинами. Также солируют наши курсанты финальную песню. А, это ваши с карабинами в начале были? Да, наши девушки. Долго учили? Ну, занимались, конечно, готовились к такому мероприятию. А девчонкам нужно это? Конечно. Сейчас в нашей стране женщины наравне с мужчинами готовы защищать отчизну. Бога в помощь зову, но и сам не плашать. Я стараюсь. Что такое Родина? Что для вас Родина? Родина – это та страна, в которой мы живем и будем жить. А для вас что Родина? Это родители, где ты живешь. Точно. А для вас что такое Родина? Это место, где мы живем. А для вас Родина? Что? Что такое Родина? Ну, это самое главное, что есть в жизни каждого человека. Судьбы случая, те, что были и будут впредь. Гибнут первые, гибнут лучшие, трудно первому уцелеть. Кто-то будет из камня высечен, кто-то будет забыт, как сон. Гибнут первые сотни и тысячи, мир их праху и низкий поклон. Только что со сцены. И как атмосфера? Атмосфера шикарная. Ощущается наша рука командира Ради Фаритовича. Вот эта дисциплина, она передается даже нам. Видите, бляхи блестят, как в армии. Точно, точно. Ой, какие у нас санитарчики. Здравствуйте, а вы куда?
Убежали. Вы глаза людей видите, когда танцуете? Когда как. Но мы обычно стараемся не смотреть в глаза одному человеку, мы пытаемся видеть общую картинку, так сказать. Всего себя отдать на сцене, быть сконцентрированным и думать только о том, что тебе предстоит делать. А как вы знаете, когда кто выходит, чей номер? У нас есть расписание, список висит. И все, здесь никто никем не руководит. Ну как, все руководят. Мы уже все уже отрепетировано. А что вы будете делать? Мужской состав выступает, в начале выступала, в прологе. Вот сейчас в середине и в финале выходим. А какой у вас коллектив? У нас хоровая капелла, Республика Башкортостан. Что латы-баты, мы теперь солдаты. Что у вас за форма? Это форма танкиста. Мы выступаем сегодня на концерте от вокальной группы «Ассоль». Вот. Поем «Спасибо про бабушки, про дедушки». Ох, тут у нас артистов-то сколько много. Что будете делать на сцене? Сейчас будет финал. Через 2 номера. Будете петь? А ты что будешь делать? Я буду петь. А что за праздник сегодня, кто знает? Сегодня День защитников Отечества. Это такой серьезный праздник? А мне над Буршами, мне 4 года. Скажите, а что такое, вот мы спрашиваем девчонок уже, а что такое Родина для вас? Знаешь, что такое слово Родина? Это мы защищаем. Точно. А еще Где мы живем? Где мы живем? А кто еще скажет, что такое Родина? Родина – это страна наша. Давай, что-то Точно. Живыми. Родина – это наш родной дом, где мы живем, где мы родились. И еще Родина – это мир, правда же? Да. Так вот, мы желаем, чтобы все люди жили в мире. С праздником! Вокруг сады распускаются, улыбка весны. Спасибо нашим прадедушкам, спасибо нашим прабабушкам, за то, что в книжках остались осколки войны. Спасибо нашим прадедушкам, спасибо нашим прабабушкам, за то, что в книжках остались. А сколько вашему ребенку? Девочка у вас? Да, мне сколько? 7 лет. У меня 4 ребенка. 4 годика? 3 лет с удовольствием выступает. Уже артистка? А знает, что за праздник? Конечно, знаете? да, конечно. Перед каждым выступлением тоже рассказываю, показываю картинки. Это очень хорошо. Нравится? Очень. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, не с пути свернуть. И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, не с пути свернуть. А скажите, что для вас Родина? Это прежде всего Россия. Пройдем мама и все близкие. А для вас? То же самое. Гордимся мы. Это мама, Родина и все наши солдаты стояли за Родину. От имени всех поколений. У меня то же самое. Мама, Родина, семья. Как зовут вас? Меня зовут Рим Акбашев, это мой сын Марк. А папа у вас герой? Да, я им горжусь. Спасибо. Спасибо. Останется полдня
Останется полдня, идет солдат по городу, по незнакомой улице. И от улыбок девичьих вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Хайырлы күн. Был залда башкоттар бармы? Байрам менен. С праздником, с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, с Днем Защитника Отечества! Здравствуйте. Как вам атмосфера в зале? Да как клевая атмосфера всегда. Мы что, пишем? Пишем. Можно? Предупреждать надо. Пишем. Пишем, пойдемте. Мы на ходу, если можно. Очень интересно ваше мнение. Как вообще вот Башкирия встретила День защитника Отечества глазами артиста? Ну, сначала я... Праздником вас, дорогие как это друзья. сказать? Я был немного шокирован и удивлен. Удивлен тем, мы здесь. Сегодня здесь особенный концерт, так что еще раз поздравляю всех защитников Отечества и даже тех, кто не служил в армии. Ребята, вам когда-нибудь придется все равно отдать долг Родине. У меня внуку исполнилось 14 лет, кстати, он кадет. Я мечтал бы о таком детстве. Поздравляем вас. Ну и на башкирском что-нибудь нам напоследок. Вы так Так нас у меня же покорили. вот... Шпаргалка ушла. Да. У меня сломал... Алга и Берге. Алга? Алга? Да, вперед. Алга, Берге? Ну вот, спасибо, спасибо. Һеҙҙе ватанды һаҡлаусылар көнө менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Мы рады приветствовать доблестных генералов, офицеров, солдат, сотрудников Министерства обороны и, конечно же, наших дорогих ветеранов. Гордость российских вооруженных сил. С праздником! С Днем Защитника Отечества! Радик Фаридович, мы в ГКЗ «Башкортостан» замешкались, за кулисами брали интервью Александра Буйнова и не спросили ваше мнение, как концерт? Очень понравился. Самый главный вопрос, что мы это не для меня делали, а мы делали для ветеранов и защитников Отечества, для офицеров и военнослужащих, которых пригласили. Ну, по-моему, им понравился. Точно понравилось, мы интересовались мнением. А теперь еще спрошу вас, позвольте, вы же служили? Часто вспоминаете те времена? Ну, уже не так часто, потому что, знаете, слишком много туда вспоминать, это отнимает время, надо вперед смотреть.